Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». Всем привет! В эфире самая позитивная программа о похудении «Ты можешь». Сегодня наших участников ждет очень необычное испытание от нашего стратегического друга и партнера компании Гранд Стил. Это железные заборы жалюзи, которые собираются без проблем, красивые, эстетичные и недорогие. И именно поэтому прямо сейчас я заберу у вас одного из участников. Это Дамир. Дамир, идем, вставай ко мне. Так как ты являешься не только участником нашего проекта, но ты еще и основатель данной компании, поэтому сегодня ты будешь со мной. И еще сразу одна маленькая подстава. Артур, тоже иди сюда. Сегодня у нас будут биться исключительно девчонки. Недоумение, да, такое, как вообще, что я сделал не так вроде, да? Поэтому, девушки, я вас поздравляю. Сегодня у вас будет один наставник, который будет вам подсказывать, и один представитель группы поддержки. Твоя задача сегодня девчонок поддерживать, как-то подбадривать. И оставили нас, девушек, хрупких, нежных, в этих условиях каких-то там непонятных агрегатов. Вы, девушки, сегодня будете биться по-жесткому. Сегодня будет такая борьба амазонок. И наверняка у вас вопрос: как мы поделимся, да? Поэтому, в принципе, вы уже встали правильно, поэтому Ирина, Люция, команда номер 1. И, да, Леля с Ренатой, команда номер 2. У меня было возмущение, что вообще мы все время делаем мужскую работу. Перед тем, как мы приступим, вводная часть нужна. От тебя, Дамир. Всем привет. Сегодня вместе с вами пройдем все процессы изготовления нашего забора. Начиная от металла, заканчивая покраской и уже установкой. И я вам буду помогать, подсказывать, как все это будет происходить. Ну, женщины все могут, я так понимаю, в нашей жизни. Все больше и больше убеждаюсь в этом. Девушки все время жалуются, что какая-то работа, да, не женская достается. Да мы уже привыкшие к этому, что женщина выполняет всю мужскую работу. Надо придумать название. Грант? Грант? Команда Грант. Хорошо, молодцы. У вас... То есть Гранд Стил. Но вообще, Дамир, нравится себе, да? Ну классно они придумали. Ну все, начинает у нас тогда команда Стил. Готовы? Итак, 1, 2, 3. Время пошло. Комбинезоны неудобные оказались. Я думала, там о них так быстренько хоп-хоп влазишь, надеваешь, а они рвутся, что-то не натягивается, не лазит. Хорошо, что еще мы похудели, а то они вообще бы на нас не налезли. Я пыталась как можно быстрее переодеться, как могу быстро одеваться, так и пыталась одеться. Хочу заметить, что команда понесла уже первые потери. Я считаю, что порванный бахил это минус полбалла. Аккуратнее с инвентарем. Давай, все, пальцы убрала, да, держу. Пальцы очень осторожно. Держу. Все? А он не загнулся. Так, до конца. Станок, где мы гнули железо, мне больше всего понравился. Дамир, как справляются участницы, на твой взгляд? Все ровно, качественно. Вот эти листы, и нужно было их загибать специальным станком. Мне кажется, мы можем немножечко удлинить этот конкурс, на месяц, например, чтобы, девочки немножечко постояли, прочувствовали, попробовали, получили удовольствие настоящее. Совершенно не опасно, и так все просто и легко, все сгибается, разгибается. Так, ну что, второй этап позади. Двигаемся дальше, берем ламели, подходим к столу. Ну, протирали это нам привычно, мы можем все, что хочешь, протереть, я так думаю, что женщины. Сразу надеваем респираторы, потому что очень сильная химия находится в распылителе. Побрызгали, протерли. Но я переживала из-за того, что мы их недостаточно хорошо протерли. Потом люди еще покупать, это будут все. Потом они у нас еще склеились. Мы в этих перчатках никак не могли их отодрать друг от друга. Но все, проблема. Слепились две железяки. Молодцы. Мне кажется, после такого уже все. Первые, конечно же, первые у нас слились. Сейчас посмотрим, справится ли она с конструктором. Так должно быть? Точно?
Все, передала эстафету. Двигаемся дальше, Рената. Давай, Рената. Молодец. Хорошо получилось. Казалось, что нам подсунули слишком длинную деталь, и нужно ее отмерить и распилить. Давай, дави сильнее. Сильнее дави. Нет? Нет, ну а что? Я не могу принять работу. Девушки, она длиннее. Что надо делать? Быстрее замеряем. Так, отлично. Смотри, как девушки со стрессом работают. Ну, очень все воспринимают быстро. Сейчас отрезать нужно. Быстрее, надо закрутить. Надо закрутить. Я просто представила себе, есть дома электрический такой нож, который хлеб режет которым. Вот я наподобие него и попыталась сделать эту операцию. Отлично, быстрее снимаем ламелию, ставим на место. Вот это, конечно, было самое, мне кажется, эпичное. Эти искры, этот звук, который вообще закладывает уши. Осталась последняя ламелия. Давай, 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 давай. И... Хорошо, спасибо большое Дамиру, он нам помог. И мы все собрали. Очень хитрая конструкция. И... Нет, еще последний бэшка осталось сверху поставить. Очень долго делали, потому что были первые, не знали как, что, куда. Сверху ставим, да что ужас. Все элементарно собрали. Крышку очень было сложно поставить. Хорошенечко. Что бы вы без Дамира делали? И стоп! Молодцы какие. Девчонки четко сработали, все ровно и качественно отмерили, загнули, протерли. Ну, меня удивило то, что, конечно, спокойно так Лиля взяла и пилой просто отпилила. Вам я говорю спасибо, а мы приступаем к команде номер 2. Прошу. Если вы готовы, то 3, 2, 1, вперед. Что-то вроде как-то все пошло не так. Видать, ботинки я не могла комбинезон надеть, и, получается, мне помогла Ирина. Силу применила, из-за этого порвалось. Нужно согнуть ламели. Здесь уже стоит Дамир, который заботливо сейчас вам все объяснит. Она не до конца загнула. Не до конца открыли его и начали доставать вот эту вот ламелию. И она у нас немного погнулась. Но потом мы ее заново, получается, достали и выпрямили, выровняли. Как бы ничего страшного. Пришлось 2 раза его переделывать. Прям до конца нажимай рычаг. До конца, до упора, все. Все, берем ламели, двигаемся дальше. Сейчас этап помывки и покраски. Протирку мы вообще быстро сразу 3 поставили, набрызгали, да протерли. Где твоя поддержка? Давай, поддержать надо. Кричалку там, девчонки молодцы, вперед. Девчонки, вперед, давайте, молодцы. У вас получится, вы уже быстрее переезжаете. Девчонки, про пятерню не забываем. Ну, Ирина сразу сказала, я возьму дело на себя. Я говорю, конечно. У меня от одного сердце колотилось. Финальная часть. Дамир, как там? Правильно мы делаем? Да. Люца ассистирует. Пару раз на кнопку нажала, опустила и все распилила. Быстро, легко. Так, Самое главное, аккуратно, чтобы все закрепилось. Дрова пилила, дрова рубила, все умею. Было это сделано. Все, она сразу шуп быстро. И мы здесь побежали уже к самой конструкции. Вот обычно сложности могут начаться тогда, когда кажется, что все уже готово. Учитывая, что они это никогда не делали, учитывая, что забор начал разваливаться и все пошло не по плану. Потому что невнимательно собрали, надо было с другой стороны собирать вообще. Нам не показали, и мы сами невнимательно посмотрели. Но здесь мы, конечно, вот время и потеряли. У нас все падало, все рушилось. Все. Все, дать пятюню друг другу и будет финалка. Стоп! Ребят, мне испытание понравилось. Ну, по 2 причинам. Во-первых, мы в очередной раз хотим сказать огромное спасибо нашему стратегическому другу и партнеру компании Grand Steel. А во-вторых, вы себя попробовали в качестве, ну, в таком необычном качестве. И я сомневаюсь, что когда-либо вы, уважаемые девушки, нечто подобное выполняли. Первая команда показала время 9 минут 30 секунд.
Вторая команда, имея огромный перевес, к моменту вот подхождения к этому испытанию у вас было преимущество почти в 3 минуты. И вот в тот самый момент, когда казалось, что вся работа уже сделана, что вы уже победили, замешкались, потеряли фокус и проиграли, как вы думаете, сколько? 2,5 минуты. В итоге ваше время 11 с лишним минут. Соответственно, из-за ошибки соперниц побеждает команда Steel. Давайте им поаплодируем. Вы молодцы. Ну и, Дамир, твое мнение, как сегодня все произошло? Очень понравилось. Девчонки молодцы. Да, я, честно говоря, не ожидал, что так все будет сделано качественно, быстро, красиво. Все-таки наши девушки на самом деле могут многое, да, мы их на самом деле недооцениваем. То есть сегодня они справились с такой грубой мужской работой. Мне понравилось. Спасибо большое. Самое важное – это завершающие шаги, когда до финиша остается буквально несколько маленьких шажочков. Здесь важно ошибиться, не потерять концентрацию. Будьте эффективными, добивайтесь успеха, будьте счастливы. Ну а мы двигаемся дальше. Всем спасибо, друзья! Лучший друг проекта «Ты можешь» – «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры – любимый чай «Теостан» и клиника «Варикоза нет». Дамир, привет. Вижу, привет. Я очень рада тебя видеть. Да, Я знаю, ты очень занятой человек, можно сказать, разрываешься между двух городов. Вот, у тебя вечные дела, командировки, что даже на проект наш у тебя толком времени-то и не остается. Я так понимаю, у тебя свой бизнес. Да, у меня 3 направления в бизнес. Вот ты действительно правильно подметила, времени очень мало. Постоянные перелеты в Москву, в Уфу отнимает очень много времени. Такая, получается, большая зона ответственности в жизни, да? Да, есть такой момент. И сотрудники, и семья. На кастинге ты сказал, что в плане веса у тебя вот такие вот качели. Временами ты держишь себя в тонусе, а потом набираешь килограммы, потом снова худеешь. Вот мне интересно узнать, почему так происходит? В первую очередь это связано именно как раз с работой, с постоянными командировками, перелетами, которые просто сбивают тебя с режима, с питания, постоянные встречи, переговоры. То есть стрессы также есть в жизни, да, получается? Ну, ежедневно, конечно. Скажи, а вообще как тебе мешает твой лишний вес? Вот я смотрю на тебя, симпатичный мужчина вроде как, и не скажешь, что страдаешь от лишнего веса. Ну, еще, конечно, внешний вид. У меня тоже бывают такие неприятные моменты, когда какие-то переговоры с бизнесменами, да, смотришь на человека, какой он подтянутый, спортивный, да, а ты там смотришь на себя, думаешь, блин, ну, я хуже, что ли, да, некомфортно себя чувствую с ними. То есть ты себя с ними сравниваешь? Ну да, сравниваю, да. Смотри, так получается, что с одной стороны, вроде вот этот яркий образ жизни твой, он тебя мотивирует для того, чтобы быть стройным, а с другой стороны, так выходит, что этот же образ жизни, он как раз-таки тебя приводит к твоему лишнему весу. Ну, то есть, получается, какой-то замкнутый круг образовывается, да? Может быть, стройность и такой темп жизни, такой образ жизни, они несовместимы? Раньше я, наверное, сказал бы, да, несовместим, да, но теперь я уже понимаю, наверное, хочется быть лучшей моделью самого себя, да, чтобы мои дети мной гордились. Смотри, может быть, тебе тогда для начала нужно научиться работать со стрессами, не заедать эти стрессы, да, жить более осознанно, а стройное тело подтянется, как считаешь? Да, считаю, что будет так. Да. Ну, благодаря проекту, который поддерживает, помогает, я думаю, все будет супер. Ну, тогда я тебе дам какие-то инструменты, а тебе нужно будет их внедрить в свою жизнь. С удовольствием внедрю и буду использовать. Ну ладно, спасибо тебе, успехов тебе. Спасибо большое. Дамир стремится к совершенству во многих сферах своей жизни. И я думаю, при такой высокой планке и таком ритме жизни приходится преодолевать очень много напряжения. И я думаю, что вот у Дамира как раз-таки одной из причин переедания является отсутствие цикла напряжения и расслабления. Лучший друг проекта «Ты можешь» – «Фитнес-арена 3000». Место, которое меняет людей к лучшему. Со своей стороны хочу сказать, нам нужна четкая дисциплина и нужны люди, которые не пропускают съемки, которые приходят сюда
вовремя, снимается в каждом нашем соревновании, принимает участие везде. Он не имеет достаточного желания, он не имеет времени, не находит его для того, чтобы посещать наши мероприятия. То есть полноценно нашим проектом он не живет, у него не получается. И я думаю, что это как раз-таки происходит, наверное, потому что тот результат, к которому он сейчас уже пришел, он может быть для него не идеальным, но уже достаточный этот результат. По-моему, вот сколько у нас было мастер-классов, он был всего один раз. Ко всему вышеперечисленному хочу добавить, что, на мой взгляд, он уже достиг своего максимального результата в нашем проекте. Мне жаль на самом деле, что он уходит с нашего проекта. Очень яркий участник. Ну что, уважаемые участники, сейчас, наверное, самый нелюбимый момент, самая нелюбимая часть этого проекта лично для меня. Я вообще не люблю прощаться с участниками своих проектов, потому что за это время мы действительно стали семьей, вы все сдружились, многие из вас породнились, не побоюсь этого слова. Вы сейчас двигаетесь вместе, как одна команда, но условия проекта есть условия проекта. Через несколько мгновений мы узнаем имя человека, который в очередной раз покинет наш проект. Я скажу честно, если мы были на Еремеле и Дениса с нами не было, и, может быть, было где-то проще, то сейчас вы все стоите передо мной, люди, в которых я верю, я в каждого из вас верю. И я скажу честно, я не заглядывал еще сюда, я не знаю, чье имя написано. Возможно, вы не поверите, но это так. Я всячески старался как-то от этого оградиться, отодвинуться, но тем не менее. Проект ты можешь сейчас, к моему большому сожалению, покидай Дамир. Я скажу честно, для меня это очень плохая новость, но она, наверное, была ожидаема. Я не знаю, о чем говорили наши жюри, я посмотрю это в эфире, но, скорее всего, мы с ними солидарны в том, что ты действительно добился больших высот. Ты добился результатов, и ты сейчас в прекрасной физической форме, как внешне, так и внутренне. Наверное, ты нашел то, что искал. Наверное, сейчас не получается уделять столько времени проекту, но я хочу сказать, что с одной стороны мне грустно, с другой стороны я знаю, что ты не потеряешься. И те знания, которые ты получил на проекте, те знакомства, тех друзей, которые стоят сейчас рядом с тобой, это те люди, которые будут с тобой навсегда. И эти знания, они будут с тобой навсегда. Единственное, что я хочу пожелать тебе, не терять концентрацию, потому что ты склонен к этому. Иногда, когда тебе кажется, что все хорошо и все по плану, ты можешь потерять какие-то очень важные моменты, потерять ниточку. И пусть вот эта нить Ариадны, которую ты нашел здесь, на нашем проекте, она будет с тобой всегда. Сейчас, перед тем, как мы с тобой попрощаемся, я бы хотел, чтобы ты обратился к ребятам, обратился к зрителям, что-то пожелал, что-то сказал, поэтому, пожалуйста. Я думаю, пришло время, наверное, на самом деле так и есть. У меня и со временем сложно. Ну, это как бы здесь выигрывают все. Всем будет хорошо, и мне, и участникам. Я рад за каждого, что у каждого есть определенный уже результат. Вот, главное теперь не бросать, двигаться вперед. Спасибо. Ну что, на этом мы говорим тебе спасибо. Прошу подойти ко мне. Для тебя это был отличный проект. Еще раз тебе спасибо за участие, за ту энергию, за те эмоции, которые ты подарил нам, подарил зрителям, подарил тем людям, которые двигались с тобой. Ты на самом деле во многом был примером для ребят, которые сейчас смотрят на тебя со слезами на глазах. Они равняются на тебя, они смотрят на тебя, они берут от тебя только лучшее. И я уверен, что за пределами проекта дальше
вы продолжите свое общение. Спасибо. Удачи тебе. Грустно, печально, и на самом деле я скорблю вместе с вами. Я расстроен также. Но это в очередной раз показывает, что не стоит терять концентрацию. Вы должны помнить одно, что в тот момент, когда вам кажется, что вся ситуация, все, что происходит с вами, все под вашим чутким, четким контролем, вот в самый этот момент вы являетесь невероятно уязвимыми. Нельзя останавливаться. Нельзя себе говорить, что хватит. Наш проект называется «Ты можешь». И в том числе ты можешь дойти до конца, сохранив концентрацию. Ты можешь двигаться за пределами проекта. Ты можешь совершенствоваться постоянно. Наверняка вы ожидали, что будет какой-то иммунитет, что будет какой-то перенос голосования, но нет. Это телепроект. Это реалити-шоу. Здесь все реально. Здесь реальные эмоции, здесь реальные неудачи и реальные поражения, и, конечно же, реальные победы. Сейчас вас осталось 5 человек. Финал не за горами. На следующей неделе наш проект покинет еще один человек, который стоит сейчас здесь. Поэтому сейчас я вас прошу максимально взять себя в руки, сконцентрироваться, посмотреть, над какими моментами вы еще не дорабатываете. Персонально по каждому из вас я могу сказать, какие у вас есть провалы. Не теряйте концентрации, не позволяйте себе расслабляться, потому что сейчас вы должны включиться максимально. Вот именно сейчас. Не в начале проекта, не в середине, а здесь, ближе к финалу. Наш проект покинет еще 2 человека. Финальную часть пройдет всего лишь 3. Тройка лучших, тех, кто за 3 месяца действительно показал свою вовлеченность, показал максимальную концентрацию. Но сейчас я предлагаю не грустить, потому что впереди еще очень много тяжелой, сложной, интересной работы. И проект еще не завершен. Хорошего дня! На этом все. На телепроекте «Ты можешь» все по-настоящему. И мы с вами увидимся уже через неделю. Смотрите в следующей серии. Нет, потому что башку так упадет. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».